Здравствуйте, меня зовут Просожих Светлана Владимировна. Я представляю библиографическую службу Национальной библиотеки Республики Коми. И сегодня я вам хочу представить видеоурок по методике составления списка литературы к научной работе. Приступая к любому научному исследованию, будь то контрольная, реферат, курсовая работа, дипломная работа, диссертационная работа, вы четко представляете ее структуру, которая состоит из введения, основной части этой научной работы, заключения, где вы представляете определенные выводы по своей работе, и заключает нашу научную работу список литературы, список источников, которые вы использовали в написании данной работы. Этот список может называться по-разному. Он имеет различные варианты заглавия. Это список использованной литературы, список использованных источников литературы, библиографический список, по-разному. Но главное, вы должны придерживаться того правила, тех методических рекомендаций, которые приняты в вашем учебном заведении. Итак, вот на данном экране вы видите стандарты, которых следует придерживаться для написания вашей работы. Стандарты на составление библиографической записи представлены на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. В первую очередь следует обратить внимание на базовый стандарт на библиографическое описание ГОСТ 7.0.100/2018, библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования и правила составления. Этот ГОСТ является основным для составления библиографической записи документа. Является национальным государственным стандартом. Помимо этого ГОСТа до сих пор действует ГОСТ 2003 года, библиографическая запись, библиографическое описание. Тоже является базовым стандартом на описание, но он территориально ограничен и действует на территории СНГ. Дальше. Библиографическая запись состоит из заголовка и непосредственно библиографического описания документа. На заголовок библиографического описания существует самостоятельный ГОСТ 7.80/2000, библиографическая запись, заголовок, общие требования и правила составления. Но для того, чтобы наша запись в библиографическом списке не была громоздкой, используют различные варианты сокращения слов и словосочетаний. Для того, чтобы правильно сокращать слова в библиографических записях, существует самостоятельный ГОСТ 7.0.12/2011, библиографическая запись, сокращение словосочетаний на русском языке, и ГОСТ 7.1/2004, библиографическая запись, сокращение словосочетаний на иностранных европейских языках. Существует самостоятельный ГОСТ для описания электронных ресурсов 7.82/2011. Собственно, это те базовые документы, базовые стандарты, которыми вы должны руководствоваться при составлении библиографических записей и составлении библиографического списка литературы. Следует отметить, что существуют ГОСТы для составления библиографических ссылок. ГОСТ 7.0.5/2008, библиографическая ссылка, общие требования и правила описания по этому ГОСТу отличается от описания ГОСТа, регламентирующего библиографическую запись. На составление списков литературы этот ГОСТ не распространяется. Он регламентирует только оформление библиографических ссылок. Итак, документы в нашем списке могут располагаться по-разному. То есть структура списка может быть различной. Принято алфавитное расположение документов, хронологическое расположение документов, систематическое расположение и расположение материала по главам работ. Но, как правило, в учебных научных работах принято алфавитное расположение, где описание книг и статей приводится в алфавитном порядке авторов и заглавий. Итак, независимо от выбранного способа группировки, в начало списка, как правило, помещают официальные нормативно-правовые документы, законы, постановления, указы, приказы и так далее, которые располагаются по юридической силе.
расположению внутри равных по юридической силе документов по алфавиту заглавий или по дате принятия в обратной хронологии. На данном слайде вы видите иерархию расположения нормативно-правовых документов. Самым первым пунктом выделена Конституция Российской Федерации как основной, самый главный по иерархии нормативно-правовой акт. Далее идут законы о поправках Конституции, федеральные конституционные законы, постановления Конституционного суда, международные договоры, кодексы, федеральные законы, акты президента, акты правительства и так далее. В таком же порядке располагаются документы регионального уровня и далее муниципального уровня. После нормативно-правовых документов мы располагаем основные источники, которые используем в написании нашей работы. В общем списке мы приводим информацию о книгах, статьях из сборников и периодических изданий, различные рецензии, авторефераты диссертаций, в том числе на электронных носителях. Соблюдается строгий алфавит фамилий авторов и заглавий. Работы авторов-однофамильцев ставятся в алфавите их инициалов. Работы одного автора в алфавите заглавий книг и статей. Если описываемый документ не имеет заголовка, то есть фамилию автора, то описание производится в алфавите по заглавию. Этот документ ставится в общем перечне по алфавиту заглавия. Если в список входит литература на разных языках, источники и литература на иностранных языках приводятся в соответствующем разделе списка после кириллического алфавитного ряда. Издания указываются в латинском алфавите. Книги от статей не отделяются, они приводятся в общем перечне документов. Итак, библиографическая запись состоит из областей и элементов и предваряет библиографическую запись заголовок, оформление которого регламентировано ГОСТом 7.80/2000, библиографическая запись, заголовок, общие требования и правила составления. Что является заголовком? Это элемент библиографической записи, расположенный перед библиографическим описанием. Он предназначен для упорядочения и поиска библиографических записей. Заголовок может содержать имя лица. В этом случае это будет заголовок индивидуального автора. Здесь мы приводим фамилию первого или единственного автора и инициалы. Заголовок может содержать наименование организации, заголовок коллективного автора. Это может быть название страны, Российской Федерации. Народ Российской Федерации является автором Конституции. Это может быть обозначение вида документа. Это может быть унифицированное заглавие, то есть наиболее известное, общепринятое название какого-то классического произведения. В примере здесь указана Библия. Обязательным оформлением заголовка является в том случае, если книга имеет имя и фамилию индивидуального автора. В остальных случаях мы можем описывать книгу или статью под заглавием. На данном слайде вы видите варианты оформления заголовка библиографической записи. В первом случае заголовком библиографической записи служит фамилия автора этой книги – Анурин. В третьем случае это будет коллективный автор – Институт российской истории. Далее, после оформления заголовка библиографической записи, идет непосредственно библиографическое описание нашего документа. Что такое библиографическое описание? Оно представляет собой совокупность библиографических сведений документа. Эти сведения приводятся по определенным правилам, устанавливающим порядок следования областей и элементов. И эта совокупность сведений библиографических предназначена для идентификации и общей характеристики документа. Если вы описываете книгу,
то источником библиографических сведений документа является титульный лист. Как правило, на титульном листе имеются все необходимые библиографические сведения для составления библиографического описания документа. На титуле вы видите информацию о авторе, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, информация об издании, выходные сведения документа. Как правило, вся необходимая информация о документе сосредоточена именно на титульном листе. Если же в каких-то случаях не хватает библиографических сведений, тогда мы изучаем этот документ, изучаем оборот титульного листа, определяем путем просмотра этого издания физическую характеристику, количество страниц и так далее. И выясняем все необходимые недостающие библиографические сведения документа. Итак, библиографическое описание документа регламентировано ГОСТами, как мы уже говорили выше. Библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования и правила составления. Этот ГОСТ нам говорит о том, что единицей библиографического списка является библиографическая запись конкретного документа. Список включает библиографическое описание документов, составленные на основе их анализа. Источником библиографического описания на бумажном носителе является титульный лист и его оборот. Источником библиографического описания электронного ресурса выступает этикетка компакт-диска или титульная страница сайта. Недостающие или полностью отсутствующие необходимые данные формулируют на основе анализа документов и заключают в квадратные скобки. Библиографическое описание может быть полным, который включает все элементы описания, применяется в машиночитаемых каталогах и библиографических указателей, и сокращенным, включает только обязательные элементы описания и применяется, как правило, в малых формах библиографии, в том числе в списках литературы к научным работам, курсовым, дипломным, диссертационным исследованиям применяется сокращенное библиографическое описание. В соответствии с имеющимся стандартом также приемлемо сокращение слов, словосочетаний или же пропуск части элемента. Библиографическое описание делится на части, которые являются областями, а внутри области логически взаимосвязанные элементы. Области описания и элементы следуют всегда в одном и том же порядке, который регламентирован ГОСТом. Для разделения элементов библиографического описания употребляются различные предписанные знаки. На данном слайде вы видите таблицу областей и элементов библиографической записи двух базовых ГОСТов. Они немножко отличаются, но тем не менее мы рекомендуем придерживаться более нового ГОСТа национального стандарта IN7.0.100. В приведенной последовательности приводятся различные области и элементы библиографического описания. Вначале идет область заглавия и сведений об ответственности, дальше область издания, дальше специфическая область материала или вида ресурса, область публикации, производства, распространения или же область выходных данных, область физической характеристики, область серии, область примечания, область идентификатора ресурса и условий доступности и область вида содержания или средства доступа. Существуют обязательные элементы, условно обязательные и факультативные элементы библиографического описания. Обязательные элементы приводят в любом описании, условно обязательные необходимы для идентификации ресурса в отдельных случаях, когда для этой цели недостаточно обязательных элементов. И факультативные обеспечивают дополнительную библиографическую характеристику описываемого ресурса. В зависимости от набора элементов различают краткое библиографическое описание, расширенное библиографическое описание и полное библиографическое описание. Как мы уже говорили выше, в библиографическом описании применяется пунктуация как обычных грамматических знаков препинания,
так и знаков, предписанных пунктуацией, или же условных разделительных знаков. Эти знаки способствуют распознаванию отдельных элементов описания, и потребление этой предписанной пунктуации не связано с нормами языка. На данном слайде вы видите, какая пунктуация применяется в библиографическом описании. Точка-тире разделяет все области библиографической записи. Двоеточие предшествует сведениям, относящимся к заглавию, сведениям об наименовании издательства. Косая черта предшествует сведениям об интеллектуальной ответственности. Знак равенства предшествует параллельному заглавию, если на титульном листе имеется заглавие на иностранном языке. Точка с запятой для разграничения элементов библиографической записи. Две косые черты разделяет описание составной части документа и источники, в котором эта составная часть опубликована. В круглых скобках приводится наименование серии, сведения о серии. В квадратных скобках приводятся различные сведения, которые мы включаем в библиографическое описание от себя. На данном слайде вы видите краткую схему обязательных элементов библиографического описания. Все области библиографического описания здесь обозначены разным цветом. Черным цветом обозначен заголовок описания. Дальше идет область заглавия и сведения об ответственности, зеленым цветом отмечены. Области, как вы помните, разделяются знаком точка-тире. Следующая область сведения об издании отмечена красным цветом. Сведения о масштабе или сведения о форме изложения нотного текста для нотных ресурсов, сведения о нумерации для сериальных изданий и так далее синим цветом. Розовым цветом отмечено место публикации, имя издателя, дата распространения, то есть область физической характеристики. Это город, издательство, год издания. Фисташковым цветом обозначено специфическое обозначение материала и объем, количество страниц. Дальше, если имеется информация о серии, если это сериальное издание, мы должны указать в круглых скобках наименование серии. И зеленым цветом отмечены примечания. Обязательными они являются для электронных локальных ресурсов. Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является примечание об электронном адресе ресурса в сети интернет и дате обращения. Для депонированных ресурсов обязательным являются сведения о депонировании. На данном слайде вы видите примеры библиографической записи. Заголовок выделен жирным шрифтом, курсивом выделены условно обязательные элементы. Составные части ресурсов. На данном экране вы видите схему описания составных частей ресурсов. Если вы описываете статью из газеты, журнала, сборника, данное описание будет составлять из двух частей. Описание непосредственно статьи и описание источника, в котором эта статья опубликована. Описание статьи составляется также, впереди указывается заголовок, то есть фамилия автора. Дальше идет основное заглавие этой статьи. Через двоеточие приводятся сведения, относящиеся к заглавию. Через косую черту приводятся сведения об ответственности. Здесь приводятся фамилии авторов, которые участвовали в написании данной статьи. Обратите внимание, сведения о ресурсе, в котором опубликована данная статья, отделяются от описания статьи двумя косыми чертами. Итак, через две косые черты мы приводим сведения об издании, в котором статья опубликована. Это наименование журнала, указываем год, номер журнала и страницы, на котором находится данная статья. На данном слайде вы видите примеры библиографического описания
составных частей ресурсов. Жирным шрифтом также выделен автор, заголовок описания, наименование статьи. Через косую черту приводятся сведения об интеллектуальной ответственности. Обратите внимание, что в заголовке описания приводятся сведения об одном авторе, который принимал участие в создании данного документа. Через косую черту мы перечисляем всех авторов, которые принимали участие в создании данного документа. Общее обозначение материала приводится в описании составной части ресурса.